В этом я буду винить Кремль, Россию. Россия навязала нам войну. Как всегда это делал в нашей истории. Они нас выселяли, они нас убивали, вот, и навязывали вот эти войны. Не чеченцы виноваты, да, они могут нас в чем-то обвинить, но все это ложь, неправда. Нас то называли бандитами, то называли там сепаратистами, потом назвали террористами, экстремистами, радикалами, ваххабистами. Вот. И начинали под такими ярлыками эти войны и убивали нас. У чеченцев не спрашивали, мы придем с войной к вам. Нет, они навязывали нам войну. Поэтому нет тут вины чеченцев в том, что произошло, эти разрушения, гибель столь большого числа людей, 300 тысяч, около 300 тысяч чеченцев было убито. Ну, там не только чеченцы, там и ингуши, дагестанцы, которые, я имею в виду граждане Чеченской Республики Ичкерия. 42 тысячи детей убито российскими оккупантами. И здесь нет никакой вины, нашей вины, чеченской вины. Более того, сколько раз Джохар Дудаев обращался к Борису Ельцину о недопущении войны, что нельзя ее допускать, что это будет бойня, будет пролито море крови. Но нет, они пришли с войной. Такие же обращения были со стороны нашего лидера Аслана Масхадова, в то время тоже Ельцину, а потом Путину. И он был убит, Аслан Масхадов был убит именно в тот момент, когда он приостановил войну в одностороннем порядке. Так что это не наша вина. Как бы там кадыровская вот эта мерзкая их пропаганда не пыталась перевернуть вот эти факты и обвинить это в гибели вот этих людей, наших сограждан, лидеров Ичкерии, там, чеченцев, у них это не получится. Не получится.